Привет, народ могучий. Ну чё, давненько не виделись. Сегодня у нас температура воздуха 47-43. Не знаю, как у вас. Но если кто обратил внимание, посмотрел. Так. Сегодня был представлен ножик из стали CPM 60SV. Порошковая сталь. Сталь премиум класса. Металл, сталь само стоит не дешево. Вот. Ножик продан. Ножик продан. Остался в Якутии, в городе Якутске. Вот. Люди смотрели, изучали и сразу же буквально через полчаса был продан. Привет. Ничего, кончается первый месяц 2019 года. Осталось всего 4 дня. Потом, почему я говорю про числа? Утвержденный срок выставки Дархан УС будет 16-17 февраля в городе Якутске, Амосово 1, старый город Кружале. К этой выставке буду готовиться. Вот. Потихонечку. Насчет заказиков не меньше, только добавляется. Вот. А вот насчет приобретения билетиков сегодня первый покупатель приобрел 3 билета. Февраля 20-го будет лот, как все знают. Вот. И еще какие новости. Спрашивают, действительно ли это так. Спрашивают, когда будет. Спрашивают, сколько ножей на этот раз будет в лоте. Спрашивают, что этот нож разыгрывается в лоте. Спрашивают и так далее, и так далее. Вот. Ну что могу сказать в данный момент? В данный момент к этому числу только один участник. Ему точно повезет. Он получит по-любому один ножик. Но если один в банке билетик, то реально один, тогда получается, что он будущий хозяин. А так, если на то пошло, если помните, 20 января помогли семье многодетной на операцию. Они после операции уже пришли из Питера. Они все дома. Вчера прилетели. Видеообщение с ним я держу. Все, слава богу, нормально срослось я. Вот. Теперь учится уже ходить. Человек полноценно наступает на свои ноги. Это очень отрадно. Благодаря до сих пор. Вот. И молодым человеком я особенно общаюсь. Вот. Как-то как, так-то так. Ну, молодой человек, не школу заканчивает, готовится. Сильный парень, сильный. Надо это заметить. Вот. Так что, кто не верит, кто столько слышал и так далее, могу повторить. 20 февраля у нас розыгрыш. И надеюсь, что участников будет более 150. Тогда я поставлю второй ножик. Каких сталей, какого вида, какими ножными они будут.
пока ничего не известно. Есть более 24 дней. В течение этого дня неизвестно, какой будет. Но известно одно, что он будет. Обязательно проводим. И если не забыли, у нас в банке еще 21 тысяча рублей уже в наличии лежит. Это не надо забывать об этом. Это ваши деньги. Я просто округлил. Вот. И да, и будем уже конкретную сумму набирать. И будем помогать дальше. Вот. Нуждающимся многодетным семьям, которые обязательно правило имеется инвалид. И на операцию, на проезд, ну и так далее. Вот. Что еще могу сказать? Так, ну, у меня, как вы знаете, есть заказ на БТЮ. Я предоставил сталь германской Д2. Сталь очень хорошая, крепкая, трудно куется, это надо признать. И очень кропотливая работа. Но она того стоит. Хозяин БТИ уже оплатил давно. Вот. Так что человека не хочу расстраивать. Да и мне самому никогда не удалось в такого большого объеме работать Д2 сталью. Вот. А ножами, конечно, было. А вот батареей всего, надо сказать, крепкой. Нельзя сказать, что она вязкая, но очень крепкая, но есть опаска лопнуть. Вот. Все зависит от термички. Ну, посмотрим, время покажет. Вот. Собственно, почему вышел сегодня в прямом эфире. Спросите, может, потеряли? Скучно стало? Вдруг. Хочу общаться. Ну, 5 человек в данный момент. Антон, привет, сказал. Спрашивайте, народ, пока эфир идет. А то сегодня воскресенье, все отдыхают. А так, больше сказать, по-моему, ничего. У кого вопросы? У матросов нет вопросов. Коли нет. Вот. То не буду вас отвлекать. Займусь своими делами. Привет, Алексей. Да, и сегодня предоставил еще один ролик. Наверное, смотрели. Нож с огривой. В бычьем хвосте, в темном. Так, к нему, если остановиться, и некоторые комментарии были по другому ножу, светлом хвост. Некоторые нужные и ненужные. Наверное, нужно, если человек высказывает такое мнение. Каждое мнение — это ваше мнение, и оно учитывается. Вот. Здравствуй. Свой адрес я услышал замечание, но это я скажу ответное на этот комментарий. Это желание хозяина ножа, а не то, что я творю. Вот. Одно все. То есть человек пожелал, этот заказчик охотник-промысловик, он сейчас в лесу, впервые воспользовался компьютером, впервые воспользовался телефоном, приложением WhatsApp, и через номер своей жены, по-моему, вышел ко мне в виде связи с просьбой
изготовьте, пожалуйста, такое, изготовьте, пожалуйста, вот такого вида и так далее. Нарисовал, отправил свой рисунок. Короче, за 3 дня он встретил такие возможности, такие трудности с интернетом и так далее, и так далее. Он вообще, как говорится, одно слово ты. В общем, научился, в конце концов прислал. Вот, и оплатил не сразу, а по частям. Здорово. Вот. И сначала был у него заказ ножный хвост. Нет, кожа, просто обыкновенная. Потом передумал, обзоры просмотрел наверняка. И уже добавил там себе трешку. Получил уже ножны бычьем хвосте, который я завтра отправляю. Вот, а тот, который, если на то пошло, ножик близняшки уже у хозяина, вернее у отца хозяина. Я сам удивился, буквально дошел за 3 или 4 дня. Вот. Казалось, что вчера только отправил, а тут звонок. Населен. Вот, и свой адрес, слова благодарности получил. Вот, и это очень рад. Это очень хорошо. И я тоже самое, как говорится, не пустую работаю. Уже человек после этого начинает дальше работать, новой энергией, силой и так далее. Некоторые клиенты получают, фотки отправляют, отзывы, огонь, ну, там и так далее, хорошо. А некоторые тут царапина, тут что-то, тут это. Привет Татарстану. Но я таким клиентам обычно говорю, ну, есть какие-то непонятные вам, то есть непонятные мне какие-то подруги там, я не знаю, треснуло и так далее, давайте отправляйте обратно, я по гарантии все заново сделаю для вас абсолютно бесплатно. Ну, уже потом видно после использования ножом уже передумывает, забирая обратно свои слова и так далее, и так далее. Ну, люди разные, клиенты разные. Вот, и на днях получил ножик, который завтра отправлю. Это этот нож сталь из Эльмакса, большой, длинный. Вот, и отправил человеку. И через некоторое время он присмотрелся и увидел там трещину на лезвии. И я не заметил, честно скажу. И Эльмакс с трещинами практически во время ковки и так далее не возникает, но у него, как оказалось, был. Трещина небольшая, но по ювелирным меркам большая, а на глаз небольшая. Ну вот, пришел ножик, смотрю, да, действительно пользовались. Да, и даже чуток сами поправляли, пытались. А потом уже расслышал про гарантию, наверное, и решил ко мне отправить. Ко мне вышел, я сразу сказал, отправь и так далее. Получил, трещину убрал, все по новенькой сделал. Вот. Завтра отправлю. Заново заточил. Благо у нее там было пространство. Вот тут рукоять. И тут маленькое снижение было, а потом уже потолстело. Ну, как бы вот такой был изгиб. Я благодаря этой изгибу подровнял.
Вот, трещина убралась сама. Глубоко убрал я его, и все. И дол. И с 3 сторон уже убрал. Сейчас огонь. Не могу открыть, просто она уже упакована. Завтра отправлю. Вот. Это впервые моей практики с Эльмаксом. В будущем буду, конечно же, через лупу пропущу. И что касается, мне вот недавно звонили, спрашивали, писали, спрашивали, ну, узнали ли разницу между CPM и Эльмаксом. Разница есть. Разница плотность у CPM чуть-чуть большая. Не очень большая, а большая. Вот. И за счет этой плотности, конкретно прессованная порошком, в результате она не знает, что такое. Нет, не опоздали. Всего 16 минут. В результате этого не образовывается, не крошится. Не, вообще порошковые стали, надо сказать, крошиться у нее нету такого. На то и порошок. 95, там Х18, если ударишь, то отломится сразу. Бабушкин зубы, а у Эльмакса нету. Нет, у порошковых такого срода нет. У них там нету там структуры, нету там зернистость у нее там вообще мелкая, песочная, ну порошок, да. А металл, сама структура внутри конкретно запрессованная, поэтому более долговечная. Ой, действительно ли это хашка? На глаз вряд ли. На глаз. Вот, по ощущениям сразу можно узнать. Но если вы сомневаетесь, берите такого же размера другую сталь. Например, Эльмакс и CPM, разница в весе ощутимая. В весе. Вроде длина одинаковая, толщина одинаковая, ну, дол само собой. Но уже сразу чувствуется чуть-чуть, но как у опытного человека сразу видно ощущение лезвия. Это уже серьезная сталь. Вот. Ощущение Эльмакс там тоненькая и уже она гибкая. Но вот такого CPM нету. Есть чуть-чуть. Не топорная, как хашка. Есть чуть-чуть. А Эльмакс вообще красиво. Преимущество Эльмакса, если сравнить с CPM, зависит от градуса заточки. Вот. А по своей структуре практически одинаковые, по моему личному мнению, по моим испытаниям, я вам говорю. И что еще можно добавить? Обе нержавейки, режет и режет. Один более грубый, другой более гибкий. Вот и все, разница в этом. А насчет среди них, если вложить хашку, сразу заметно. Да, хашка весистая, да. 95-я уже чуть-чуть легкая на ощущение. 95-я легче, чем хашка. Но разновидность хашки в нашей стране, как металл, марки металла как бы один, да? Х-12, да, Х-12 вроде один, да? На самом деле под видом хашки можно засовывать буквально любую.
нержавеющую любую. В своей практике я встречал, заказывал и встречал, если заказываешь за Уралом, то есть в европейской части России, там уже качество более-менее. И если заказываешь здесь, на Новосибирске и так далее, там уже, там точно не хашка. И то же самое могут делать соседние китайские. Вообще они другого качества, даже лучше, чем наши российские. Но когда я работал с ними, я впервые покупал с рук. Вот. И этот добросовестный человек продал, на мой взгляд, очень хорошую в то время. Потом, ну, уже человек ищет, да, кузнец ищет, работает, делает, и еще ему хочется еще хорошую, правильно? Еще добиться дальше высот, планок, да, своей личной удовлетворенности именно. Человек ищет и пытается найти еще хорошую, правильно? Зачем мне плохая, если я знаю этот уровень, я знаю, я прошел через это, я хочу ощущать еще более хорошие, качественные металлы, да? И тут попался одному человеку, заказал, ну, а по телефону а-ля тополя, конкретно, то все. Ну, человек действительно работал, человек отправил, да, быстро, да, действительно, к слову дал, а то тут через онлайн кому-то отправляешь, а может он и не отправить тебе, правильно? Телефон поменяй и так далее. А он, человек был вполне нормальным, серьезным. Сказал завтра, значит завтра отправил, получил. Правда, долго ехал. Да, стал ковать, сразу ощутил некую мягкость стали. Она кована состояние сталь мягкая, как известно, но этот оказался еще мягче. Сразу подозрения пошли. Ну ладно, думаю, может марка такая. Пришел домой, там обработка. На гриндере работаю я. Обрабатываю, партия одна. Первый закончил, на четвертый перешел. Во время обработки ты остужаешь сталь, правильно, в воде, холодном желательно. Во время этого, когда я достиг до четвертой, дошел до четвертой, первые две на глазах стали ржаветь. Буквально, как порошок насыпаешь тут кофе. Вот такие появились на глаза, буквально. Это минут там 20-15 максимум. Сразу стал звонить ему. Алло, алло. Ну, получил, да. Ну, что там? Да, это бывает. После хорошей термички исчезнет, да, это, да. Разве не знали и так далее. Стал лечить меня. Но я в то время лечениях нуждался. Как говорится, чем больше знаешь, тем больше не знаешь. Правильно? Ну, дай, думаю, наверное, давай произведу термичку. А как сделал, тестировать, если вроде да, вроде держит, ну, давай отправлять людям. Так, из этой партии я отправил, по-моему, 4 из 10. Вот. А остальные уже душа как бы не лежала. Зачем мне позорить себя? Нужда в деньгах всегда имеется. И у вас точно в это же время, да? Но я не стал. Просто там из этих 4, по-моему, отдал своим близким друзьям, те, которые желали бесплатный. Ну, отдал. И 4 отправил в Магадан.
Вот. Те ребята, которые тут получили одни лайки, идет, Жавец, спрашивает, нет, говорит. А тот, который пошел Магадан, похвалил первый раз, а поздней осенью уже стал ругать. Это фуфло, это не хашка, это то, я хотел за такие деньги и так далее, и так далее. Ну, наверняка, может, он смотрит и так далее. Я его понимаю. Да. И, как обещал, сдержу свое слово по гарантии, давай отправляй. Человек отправил, уже, по идее, уже зима, но я не стал его делать. Почему? Потому что у меня не было хашки. Я стал разочароваться. После этого я заковал, а я купил, мне партия была не маленькая, стал раздавать просто так своим коллегам. Такими же отзывами пришли и у них ножи. Да, местные, те, которые в Якутии живут, похвалили, а те, которые за пределы, там, где влажно, стали уже нарекаться, почему ржавеет, почему не держит грядущую кромку. Хорошо. Стал я добиться этого конца, я хотел узнать еще, что такое хашка. Конкретно, когда на выставку выезжаю, узнаю, где можно достать реальные, хорошие и так далее, и так далее. А оказывается, это проблема у всех. У всех в России. А потом стал покопаться, найти и так далее. И тут наткнулся на D2. И в первую очередь я хотел, конечно, испробовать и так далее. Но у меня был горький, как говорится, опыт. Давай изучать. Ну, отложим давай на это. До выставки, до клинка. Стал изучать, сделать и так далее, и так далее. Вот, собираясь на клинок, в то время я уже изучил, ой, извиняюсь, дошел до японской стали СУС на 440, по-моему. 440. Аналог 95-ки. Но добавляем там чуть-чуть. Вот. Его я нашел через человека, кузнеца. А он человек доброжелательный. Буквально подарил за легкие, так говорится, деньги. И эта сталь уже совсем другая, ребят. И я стал туда-сюда размахиваться, хорошая сталь и так далее, активно продавать и так далее. Чему я веду этот разговор? Но этот D2 я сделал, убедился, что это хорошее, а моя практика, помимо кузнечного, я домой жене даю. В то время с нами жила бабушка, и она испытывала бабушке 82 нелегкой рукой или легкой рукой. Всегда наблюдая, как режет хлеб, как кости, как окорочка и там замороженное мясо, рыба. Но она во время, когда она жила у нас, очень помогла именно мне. Благодаря ей я стал первым призером в России, надо сказать. И я решил забрать этих D2 с собой. Поточил, протестировал. Держит. Взял с собой, на поварском дал. А он мне принес второе место. Почему ножи такие дорогие? Так, ну что, дорогие? Да, не дешевые. Почему? Сталь у них другая.
После СУС-440 я не остановился. И золото будет за миллионы, дорогой. Можно сделать, конечно, из золота. Вот. Решил не останавливаться. В мире много тысяч металла. Давай испробовать, давай испробовать. И тут ко мне ребята с моей группы магаданские. Давай, Эдик, попробуй это. Говорят, этот, давай. Следим за тобой. Успехи имеешь. У тебя получится. Спасибо за поддержку, ребята. Вот. Я их услышал и решил. Стал изучать. На самом деле, если среди зрителей имеются кузнецы, вам советую лично от Бурдыга. В России чистого металла нет. Нету. Чистый металл это значит, во-первых, что он не ржавеющий, во-вторых, режущую кромку он держит, не держит, осколы, заусенцы и так далее, которого при тесте, при работе такого, чтобы не было этих таких проблем, такого стали в России не делают. Не делают. Самая богатая вся таблица Менделеева есть, но тут, дорогие друзья, не делают. Да, Россию умом не понять. А грабли те же, как и везде. Ну вот, думал, все лето думал, общался много с друзьями. Благо, друзья мои отзывчивые советуют, давай это. Анализировал и наткнулся на компанию, которая доставляет действительно сертифицированный, настоящий, фирменный из Австрии сталь Берлер Удельхольм Эльмакс. Давай попробуем. Что там? Заказал. А эта сумма не маленькая. Вот. Очень даже не маленькая. Подкопил я тут и стал из него делать. Сначала испытания, потом уже первые ощущения конкретные. Я, оказывается, до этого занимался изучением букв азбуки. Просто так сходу не сделаешь, не закуешь. И термичка и так далее. Все уже совсем другое оборудование нужно. Ну и, конечно, багаж. Угу. Вот. Багаж. Ну вот. Помимо Эльмакса, еще в данный момент у меня есть некоторые стали. Тоже не австрийские, есть германские, есть американские. Вот. Их я параллельно тестирую, выбираю. Что касается последнего вопроса, да, я не спорю. Вот. В Якутии очень много железа, которое надо найти. И что там, почему не делаете? Ну, по идее, да. По идее. Но качество якутской стали требует очень много усилий. Я в этом году кузню построю и займусь непосредственно этим. И наконец перейду. Да. И наконец перейду
Дамаску семизнающими. Вот. Это у меня в планах. Дамаск будет делать. Изучим, покажу. Вот. Цены совсем будут другие, чем австрийских сталей. Совсем другие, ребята. И в конце концов, где-то в финише будем искать, изучать технологию Булата. Но это все впереди, ребят. Только рассвет. Целый день, обед, ужин и так далее. Вот так вот, и ребята. Все только начинается. Ну, почему делаете именно австрийской, иностранной? Почему не делаете это? Почему? Ответ прост. За качество. Именно за качество я борюсь. Добро и желаю вам. Зачем мне на свое имя продать фуфло вам? Тем более за такие дорогие деньги. А если не отвечает моим, ну, будем развивать металлургию. Да. А если моим требованиям эта сталь, этот нож, этот клинок не отвечает, он не выходит за эти двери. Тут остается. Это мой принцип. Как начал кузнечное дело. Зачем людей, мягко говоря, расстраивать? Правильно? Вот так вот. Так, ну, насчет цены. Наверное. Насчет цены есть конкретные условия. Я вам, если вы будете заказывать, не требую 100%, вы можете оплачивать по частям, любое вам время. Такое условие сейчас пользуется 3 человека. Отправляет потихоньку. У кого-то уже вот, по-моему, позавчера закончил оплату. Я буду уже завтра пойду закую его нож. Уже поступление есть. Такими условиями не каждый человек, не каждый, как говорится, кузнец делает на заказ. И сами понимаем, сейчас свободных денег ни у кого практически нет, особенно в январе. Правильно? Вот. Надо воспользоваться такими услугами. Тем более, если вы, ну, посчитаем, во-первых, оплата в рассрочку получается, да? Потом получаете нож, который пожизненной гарантией. То есть у вас за эти деньги, дорогие, пожизненная гарантия, если у вас, то у вас всегда новый нож. Надо это понять, учесть. Затупилось, отправляй, делаю. Что-то там не то, базара нет, поменяю. Никто этим пока не занимается, друзья, насколько мне известно. Все условия для вас. Лучшая сталь, 5 в лидерах, цена нормальная. Но я в прошлом 2018 году обещал, буду держать цены в таком уровне. Обещал, обещание держу. Такие условия. Еще плюс пожизненная гарантия. Но пока седой, но еще темные волосы. Не собираюсь я на тот мир. Что еще надо? Умные люди, я же говорю, а говорите что? Умные люди уже воспользуются такой услугой. Базара нет. Вам не советую.
вечно новый нож. Через лет так 3-5 эти, ну этот, который разыграл, а сегодня продал 18 тысяч. Не буду стоить как 18 тысяч. Правильно? Лет так 10 назад 10 тысяч вообще был 100 рублем, если на то пошло. Тем более в этом году 19-й целый год только начинается. Заканчивается только 1 месяц. Еще есть 11 месяцев. В это время вы можете все что угодно оплатить. Не только за нож, но и за ипотеку вашу. Все условия для вас. Зачем тратить там, я не знаю. Ну, у меня тут один номерочек. Да, получается бессмертный. Так, не буду говорить кто. Наверное, коллега или друг, брат. Короче, всегда пишет, намекает, что я дорого делаю. И всегда он приобретает нож из Белоруссии. Всегда он приобретает ножик, не знаю, в кавычках, Центральной России. За копейки. За 3 рубля, за 5000, да, и, по-моему, максимум там 7 потратил. И он довольный такой, довольный такой. Но я ему всегда говорю, не показывай фото, говорю. А почему, говорит? Не хвастайся, говорю. Он говорит, он без спроса уже отправляет свои фото. Наши держит там. Я культурно так не испорчи мою галерею подделкой, говорю. Я говорю, какая подделка? Якутский. Какой-то мастер делал, какой-то мастер делал за копейки. Вот этот мастер 20, там 40 лет уже работает. Ну, пущай, работает. Я никого не тыкаю. Правильно? Но это не якутский нож. Он говорит, почему? Он не имеет духа. Вот почему. Да, хороший, да, острый, да, без сомнений. Но они не якутские, ребят. Выбор за вами. Такой же случай был, когда я начал. Когда я в пике бума якутского ножа. Мы поехали на коленке. 10 кузнецов участвовали, 10 попали в номинациях. От 1 до 10 все номинации заняли якуты. Этот был год 15-й, по-моему. Угу. После этого бума все стали делать якутские ножи. Абсолютно все. Помимо якутов, конечно. Вот. И в это время, ну, в этой же выставке наши цены были нормальные. За 13, за 15 продавали ту же хаску. Даже 65Г у многих был. Закупали. А мы тут на родине в то время цены были стабильные, 7-10 там. А мы там добавили что-то, сидим, спрашивали, почему. Там за 1,5, а у вас тут 10-15. Ну что, настоящий? Какой там? У тундры не было металла. Всезнайки. Год прошел. 16-й пришел. Идем, стоим на выставке, смотрим. Те, которые делали, а стендов на коленке 173 стенда, в то время в 16 году 3 человека только занимались якутскими ножами.
хорошо, посмотрю. В принципе, у меня есть в голове. А в 16 году эти трое не делают, а остальные все 100 делают. Коряво там и так далее, не делают. Но когда идешь в национальной одежде, тебя видят, замечают, сразу скрывает под стол. Как прошел, вставляют. Какой якутский. Молодцы. Ну, мы это знаем. Какой якутский. А друзья, знакомые хорошие спрашивают. Ну, Эдик, давай подскажи, как делать, как попасть в ваш союз и так далее, и так далее. Ну, очень просто. Надо рождаться якутом. Вот и весь секрет. Как так? Как так? Я же лучше вас делаю. Я же любой металл делаю и так далее, и так далее. Вот. 17-й пошел. Стали уже неохотно делать. Появились лидеры среди делающих псевдо-якутских ножей. Вот. Некоторые компании не стали делать уже. Зачем ловить? Чего ловить, если сами якуты на выставке, и тут я продаю подделки твои? Зачем? Вот. Самое плохое, эти ножи пришли и у нас. До сих пор есть они, и народ малым бюджетом покупают, и все страдают. Переноси сюда, будь добр, будь человеком, сделай, пожалуйста, сделай, пожалуйста. Этот отломился, этот лопнул, хотя бы БГЧ сделай и так далее, и так далее. А я всегда говорю и говорил, бросайте, отправляйте им обратно. Зачем мне делать чужие ножи, когда я делаю только свои? Ну, если у тебя права, если у тебя нож с сертификатом, правильно? Правильно. В сертификате есть номер, который телефонный. Позвоните, узнавайте, отправляйте, не ленитесь. Туда плюс-минус 350 рублей. Отправляйте, пущай отправляет вам по гарантии. Вряд ли. Я принципиально не делаю. Зачем? Пущай они сами делают свои вещи. Не буду я поправить и так далее, и так далее. И я им, это в 17 году, я им говорю, даже в 16 году, говорил, давайте обратно отправьте, деньги обратно верните. Куда? В Москву. Разве вернут? Настаивайте. Вы имеете права обладателя. Угу. Изготовления. Угу. Если они там не отвечают, не отправляют, это уже их проблема. Судитесь. Можно и так. Но если они отправят, там по гарантии сделают, добро, это по-людски, почему бы и нет. Покупайте подделанные якутские. А тут приходит из моих коллег ножи. Ну, в последнее время в 18 году только 2, по-моему, было. Смотрю, поправляю, сразу звоню. Здорово, здорово. У меня твой ножик подогнали перед охотой. Вот. Да. Сделай, поправляй. А я не спрашиваю как, а я не спрашиваю, что делать. А я просто разрешение получаю. Из уважения кузнец к кузнецу. Мы друг друга знаем.
кто чего делает, как живет, как творит. Все наблюдаем, все знаем, друг друга общаемся. Вот. Будь добр, подачи, будь добр там, если что там надо пошить. Давай, без проблем, совершенно бесплатно. Такого вряд ли услышите. Те, которые подделки делают. Вот. Ну что, благодаря этому имеется союз. По-моему, 5-й год пошел. Угу. Союз кузнецов Якутии. И те, которые состоят в союзе кузнецов Якутии, имеют право делать якутские ножи. Якутские национальные настоящие ножи. А те, которые не попадают, не входят в этот список, не знаю, чем занимается. Я чуть-чуть, как говорится, мягко сказал, наверное. Или наоборот, критично. Но самое основное, ну вот буквально сегодня утром неизвестный номер спрашивает, а в чем разница вашего ножа дорогого 20-го за 20 тысяч и за 5 тысяч, который делают у нас. А я ему пишу, нету духа. А что такое дух? Ну, якутских настоящих есть дух. Действительно, если делал этот мастер якут. А что это такое? Разве такое бывает? Привидение, что ли? Спрашивает. А я улыбнулся и махнул. Вот. Потом, наверное, указал на канал. Посмотрит, не посмотрит. Там билемле. Разница-то. Туга өләсетті үнне. Ол жетімерінен хуже алырымын. Адыр бұд Г-15 капалка ентімерінен хуже алырымын. Неделе егер, төбі баран оғырауын. Спокойно. Төбі бары өлбі ғой. Тоқта бұл. Граман ол орбы темирим манны болу жемmin билебин, ол ehen орбаппын. То мен кохан орыйттым. Именно кохан жем болмакка ол онтан атын темирдер, да шүшөй темирдер, да шағатын тахчы, кадүрүлях темирдер балар ден. Онны темирина туттун жена орол. Если переводить, я мог бы делать тут из простой стали, ржавеющей стали, сколько угодно, но я это не буду делать, хотя имею все права, но я не стану и не буду делать. Опа, часик пошел. Разговорился я сегодня. Но я еще раз повторюсь своим клиентам, друзьям, как говорится, подписчикам, знакомым, незнакомым. Качество. Хочу хорошие ножи делать. Именно для вас. Именно для вас. Даже у меня, если честно, Эльмакса нету. У себя. Нету. На охоту у меня есть подарочный ножик, который подарила моя жена. Вот. Которую сталь я не буду говорить. Очень простая сталь. Но я, несомненно, пользуюсь. Беру, как всегда, на охоту. В глубине рюкзака он у меня всегда есть. Потому что он имеет очень большой дух.
Знаю я его, знаю, кто делал. Его в этом мире нету давно. И знаю, что это его последнее произведение. Вот поэтому я у себя держу. Но в буквальном смысле, если один на один с этим ножом в лесу, то он раскрывается по новой. Уже совсем другая энергия. Но это уже совсем другая история. Ну что там, какие вопросики? Так. Хотопы кагар тимирда. То есть у нас где? Капкара болар да келин. Кунны кытай быга ичүгей бого. Катчыры нада. Кытайда быга бутырады. Кытай дейтін тоқтайды. Кытай дейін вот. Так, еще чуть вверху какие вопросы были. Да, дорого, ребята, дорого. Ну, насчет подделок. Покупайте. Никто не запрещает. Покупайте, ребята. Убедитесь, действительно ли. И в конце концов скажете, имеет ли он дух или нет. Вот меня интересует. А насчет стали, насчет качества не интересует. Да, про японскую хороший советик. Он у меня в голове. Ну, 200 лет на аукционах не знаю. Но знаю, что Эйнштейн сказал. Не знаю, когда будет Третья мировая. Но Четвертую мировую точно будут воевать камнями и палками. Ну вот, пожизненная гарантия. Ну, в общем, якутский народ доброжелательный. Вот. Якутский народ общительный, гостеприимный очень. Вот. Ну и насчет гостеприимности можно добавить много национальностей. У меня очень много друзей. Аркадий, Ли. Ну как ты? Не знаешь, дорогой. Вроде берет. А, Аркадий. Вот. Много друзей в Казахстане, в Тыве, в Армении, в Дагестане. Дай бог никого не забыть. В Грузии, Греции. С ними общаюсь. Много моих соседей, друзей. Наших уважаемых. Вот. А насчет знакомых, конечно, много. Но в последнее время, когда звонят, спрашивают, ну, понаблюдал я, да? О, у нас часик пошел, ну ладно. Понаблюдал. Те, которые в Дальнем Востоке живут, русские, национальной, славянской национальности, да? Они сразу через видеозвонок звонят. Через WhatsApp. Сами видят в машине, там, я не знаю, где-то в спальне, кто-то в кухне, все звонят так. А те, которые в европейской части живут, здороваются, звонят на телефон, а не через WhatsApp. Менталитет, не менталитет, но если человек выходит на связь, да, чуть не забыл, а если Казахстан звонит, Дагестан звонит, Грузия звонит, всегда видеозвонок. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Ну как. Это очень приятно видеть лицо своих клиентов и
взаимно, надо сказать. Общаешься с человеком, ну, и как с вами, да, сразу видишь, какой человек и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, взаимно. Итак, напомню, до 20 у нас осталось всего 24 дня. Будет известно ножи сколько, если по списку будет более 150 человек. На данный момент один человек, он точно получит ножик. Акция продолжается. Если забыли, если кто не видел, в этом февральском выпуске 20 февраля у нас есть уже январский 21 тысяча рублей, вот, в банке. Так что покупаем билетики. Надо нам собрать не менее, если будем собрать не менее 150 человек, вот, будет 2 ножа. Пока не знаю, из какой стали, но сталь будет отменно хороша. Вот. Пока не знаю, из какой ножны, но будет хороший якутский ножик от меня. Ну, от него. Вот. Если будет участвовать более 150 человек. Если напомнить, в последнем эфире 20 числа победитель Юрий, который живет в Подмосковье, приобрел первый декабрьском 5 билетов. Январском тоже решил покупать 5 билетов. Из этих 5 билетов каждый раз аннулируется, правда? Из этих 5 попался на крючочек. На этот крючочек. Вот. И на этот крючочек может быть и ваш билетик. Так что активно покупаем. Акция продолжается. Не акция, а вот такая игра бурдыковская. Вот. Если кто не знает, смотрите День X, смотрите канал, изучайте что да как. Угу. Вот так. Так что пока у меня так. Всем приятных выходных. Завтра на работу, как и